Школьники и педагоги Хангаласского улуса выпустили книгу о детях войны. Проект воплотили в жизнь в Мальжагарской школе. Результатом стало 70 страниц книги, которые посвящены жизни и быту 26 детей войны села Улаханан. Виолетта Засимова встретилась и поговорила с создателями и героями книги. Василий Иванов годы Великой Отечественной войны не помнит, так как родился в самом ее начале в 1942 году. Но припоминает послевоенное время, когда с фронта возвращались выжившие односельчане. С малых лет Василий Иванов помогал старшим в колхозе. Повзрослев, стал кадровым охотником. В 1978 году лишился руки, но не потерял вкус к жизни. Ведет домашнее хозяйство, водит автомобиль, состоит в охотобществе, играет в шашки. Конечно, я рад тому, что издали такую книгу. Это ведь память. Внуки мои прочтут, вспомнят. Наши жизни и судьбы описаны в этой книге. Нелегкими выдались годы войны для Дарьи Федоровой, которая еще в 5-летнем возрасте стала круглой сиротой. С 6 лет она помогала пасти скот вместе с сестрами, добывала еду, колола дрова, мастерила обувь из коровьей шкуры. Параллельно они умудрялись шить варежки для солдат и отправлять на фронт масло. После войны она начала работать дояркой, получила звание «Лучшая телятница Якутской СССР», родила и вырастила 8 детей. Рада, что помнят нас. Мы умрем, а наши внуки будут читать эту книгу и вспоминать. Я приобрела целых 7 экземпляров, чтобы раздать своим детям. Создание книги стало возможным благодаря участию в грантовом конкурсе главы Хангаласского улуса. Ежегодно лучшим школьным социально значимым проектам он выделяет 30 тысяч рублей. В апреле 2019 года победил проект учеников Второй Мальжагарской средней школы. Немедленно была начата работа по сбору и обработке материалов для книги. В ней приняли участие 33 школьника и 8 педагогов. Мы вооружились блокнотом, ручками, фотоаппаратом, диктофоном и побывали в гостях у наших дорогих ветеранов. Брали у них интервью, фотографировали, снимали их повседневную жизнь на видео. К ноябрю был собран внушительный объем материала. В канун Нового года уже готовые книги в торжественной обстановке в здании школы вручили главным лицам – детям войны. Тираж книги составил 100 экземпляров. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.